Особой вехой в истории Православной Церкви Молдовы является деятельность и жизнь протоиерея Михаила Чакира, посвятившего всего себя служению Богу и ближним. Осенью 2013 года исполнилось 75 лет со дня смерти протоиерея. К этой дате была издана книга «Протоиерей Михаил Чакир. Служение Богу и ближним». Полная биография гагаузского служителя. Подробности в нашем сюжете. Книга ценна тем, что содержит полное описание жизни и культурно-просветительской деятельности протоиерея Михаила Чакира, большое количество фотографий той эпохи и широкую библиографию по теме. Авторами работы являются протоиерей Октавиан Мошин и Виктор Капущу, сотрудник научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич. Такая идея у меня была давно – собрать всю имеющуюся информацию, также поработать в архивах, что говорят архивные данные о нашем просветителе. И в прошлом году я познакомился с отцом Октавианом Мошиным, который служит в Кишиневе, в том храме, где Михаил Чакир был настоятелем 35 лет. И мы пришли к такому единому мнению, к 75-летию со дня смерти Михаила Чакира, издать его биографию. Михаил Чакир был инициатором издания книг на молдавском и гагаузском языках, просветителем Бессарабии. Михаил Чакир является такой личностью для гагаузского народа, таким лидером не только духовным, но, можно сказать, и народообразующим, государствообразующим, например, таким, как для молдаван и для румын является Штефан Челмари, для русских Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский. И нам повезло, что наш просветитель жил относительно недавно, в 20 веке, он умер в начале 20 века. Ну, плюс в себе он сочетал такие черты духовного лидера и национального. Данная работа является первым научным исследованием жизни и деятельности протоиерея Михаила Чакира. Книгу мы решили издать на русском языке, потому что в основном все материалы, которые мы находили, были на русском. Ну, кроме того, отец Октавиан не знает гагаузского, поэтому мы решили выбрать такой язык межнационального общения. По словам одного из авторов, Виктора Капущу, в будущем планируется издать книгу о просветителе на гагаузском языке. Светлана Димитрогла, Григорий Ставилов, ГРТ Хаберляр.